Смотрите в программе. Вся страна замерла в ожидании парада Победы на Красной площади. Наш СОБКОР в Москве готов рассказать о подготовке к событию. Оплачиваемый проезд и перевоз багажа можно перенести на следующий год без потери места в графике. Между тем, Горный район готовится к 21-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары». Продолжаем эфир новостями к этому часу. С грядущим парадом Победы россиян поздравили космонавты Роскосмоса. Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали видеообращение прямо с международной станции МКС. Дорогие друзья, мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, поздравляем всех россиян с юбилеем исторического парада Победы 1945 года. Ровно 75 лет назад, 24 июня, советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и победу советского народа. Сегодняшний парад не только символ бережного отношения к нашему прошлому и боевым заслугам Отечества. Это гордость за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрация наших передовых технологий. И сегодня, обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: мы помним, мы гордимся. Спасибо за победу. В столице Якутии сегодня торжественно открыли памятник якутскому снайперу. В мероприятии возложения цветов участие принял глава региона. Событие состоялось на территории мемориального комплекса «Солдат Туймады». Монумент был создан на средства компании «Мичел» к 75-летию Великой Победы. Героев Советского Союза. Мы все гордимся именами героев Советского Союза Охлопкова, Миронова. Гордимся именем легендарного снайпера Кульбертинова. Когда в 1942 году ввели звание и нагрудный знак «снайпер», то уже тогда свыше 100 якутян получили его. И, конечно же, образ этих людей, прославившихся своей исключительной меткостью, величайшим терпением, выдержкой, он для нас свят. И сегодня этот памятник – дань нашего уважения к тому поколению победителей, которые принесли нам эту великую победу. И, конечно же, я уверен, что это станет одним из тех мест, куда будут приходить люди, будут вспоминать эту великую победу, те жертвы, которые принес наш народ во имя этой победы. В годы Великой Отечественной войны тысячи якутян храбро сражались на разных фронтах. Оставили свой след они и на крымской земле. О них узнал и готов поделиться подробностями наш крымский СОБКОР Денис Тишин. От героев былых времен не осталось порой имен. К счастью, нам удалось найти информацию о якутянах, воевавших в Крыму в годы Великой Отечественной войны. В этом нам помогла Сардана Эверстова, координатор проекта по увековечиванию памяти якутян-освободителей полуострова. Она и рассказала нам о славном боевом пути воинов Саха. Это были молодые 18-летние, 20-летние ребята. И вот они все боевое крещение получили в Керчи. Якутян разбросали по всей. Не было отдельной дивизии, хотя можно было бы это сделать. Я не знаю, почему так. И они в основном стрелками были. Стрелки, пулеметчики, саперы, разведчики были. По воспоминаниям очевидцев, воины-якутяне храбро и искусно сражались на крымской земле. Многие из них были удостоены высоких наград, орденов Великой Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Дедушка Сарданы Эверстовой, Игнат Эверстов, участвовал в штурме Сапун-горы в Севастополе 7 мая 1944 года. Он первым добрался до огневой точки противника и уничтожил ее, тем самым прорвав оборону немцев на безымянной высоте. Из роты, в которой воевал Игнат Эверстов, в живых осталось лишь 4 человека. Он был маленький, худенький, поэтому его как-то пули пролетали над ним. А те ребята были здоровые, видимо, поэтому и погибали. Вот он нашел канаву, по которой шла вода, и по этой канаве поднимался очень долго. Поднялся, обошел вот этот дот, кинул туда гранату, засунул, скажем так, да?
и вторую гранату кинул. Достоверно известно, солдаты и офицеры полка, в котором находились воины-якутяне, проявили массовый героизм в битве за Севастополь. Вот фрагменты из воспоминаний другого солдата, Афанасия Колесова, уроженца Намского Улуса. «Я с винтовкой в руке, вещмешком с Керченского полуострова дошел на своих двоих вплоть до мыса Севастополя. Посмотрите маршрут солдата. Здесь повсюду лежат разваленные немецкие танки, самолеты. Больше мне писать не о чем. Вернусь с победой». Афанасий Колесов участвовал в боях за Керчь, Феодосию, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай и Балаклаву. За освобождение селения Габур в Чехословакии Афанасий Колесов был награжден орденом Красной Звезды. Это мемориальное кладбище советских воинов в Севастополе. Здесь, в братских могилах, покоятся тысячи участников обороны и освобождения города-героя. Здесь же, возможно, находятся и останки якутских воинов. В истории освобождения Крыма, по неуточненным данным, принимало участие около 2000 якутян. В списке погибших установлены имена 136 человек. Всего на фронты Второй мировой войны ушли 65 тысяч воинов из Якутии. Домой вернулась только половина из них. Остальные пропали без вести или погибли. Денис Тишин, Севастополь, Республика Крым. Около часа осталось до проведения на Красной площади в Москве парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вся страна в ожидании события. А наш субкор в столице Максим Кардозу готов поделиться подробностями. Максим, здравствуй. Как прошла подготовка и известно ли уже, что нового покажут военнослужащие? Приветствую, Василий. Конечно же, в этом году проведены огромные изменения в проведении парада. И для нас, для журналистов, наверное, самое обидное, что вот есть такой нюансик. Обычно 9 мая все представители СМИ работают прямо с Красной площади. Но в этом году это отменили. И для нас, для журналистов, сделали такой большой пресс-центр в Манеже. Он находится рядом с Кремлем. И все работают отсюда. Вот выдают маски, перчатки, везде стоят санитайзеры. В общем, все средства санитарные, так сказать, обработки, они здесь соблюдены, и мы будем наблюдать за парадом на Красной площади с больших экранов, которые расположены везде здесь. Ну а на Красной площади будет какое-то грандиозное торжество, в котором будут принимать участие 14 тысяч человек, больше 200 единиц бронетехники, покажут также и новые образцы, это обновленная «Армата», Т-90, ну а в небе появится 75 самолетов и вертолетов. Еще вот вчера была информация, непонятная по погоде, может быть, обещали какую-то пасмурную погоду, и была вероятность, что авиашоу могут отменить, но, к счастью, с утра солнце, ясная погода, и мы все сможем насладиться этим грандиозным торжеством в полной его такой вот красочной торжественности. Да, Василий? Максим, а что известно об участниках парада из нашего региона? Пройдут ли по Красной площади якутяне сегодня? Да, Василий, действительно, в этом параде будут участвовать и якутяне, и это очень символично. 75 лет назад, 24 июня в 1945 году по Красной площади шли также в торжественной обстановке и воины-якутяне, которые прошли всю Великую Отечественную войну. И сегодня среди тех красавцев, парней, которые будут, и девушек, которые будут сегодня маршировать по брусчатке Красной площади, тоже есть якутяне. Это Николай Петров, это Денис Кырелов, также Диана Харунова. Но и среди зрителей будут якутяне. Это Петр Судика, это победитель конкурса «Диктант Победы», и с ним нашей съемочной группе удалось пообщаться. Вот тема Великой Отечественной войны и то страшное событие, которое произошло в нашей стране, действительно нас в то время объединило и до сих пор очень сильно скрепляет. И одним из символов той победы это является и парад на Красной площади. Я с детства хотел попасть на это мероприятие, даже писал Путину 3 раза, но к моему, не сожалению, получается, а к моей радости вот это произошло не по чьей-то либо воле, а по моим собственным силам и знаниям. Ну и так же, как и наш герой Петр, будем с нетерпением ждать начала парада. До него остается не так много времени, и обстановка здесь торжественная такая. Так что ждем и будем наслаждаться. Василий? Максим, спасибо за обзор. Напомню, на прямой связи был наш субкор в Москве Максим Кардозу. А тебя же добавлю, что наш телеканал будет транслировать парад на Красной площади в 16:15 по якутскому времени.
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап ходовых испытаний в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Росатомфлота, в ближайшие 3 недели на Балтике проверят работу механизмов и оборудования ледокола. Протестируют гребную электрическую установку и маневренные характеристики судна, спасательные средства и системы навигационного оборудования. Атомный ледокол «Арктика» строился на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Его закладка состоялась в 2013, а спуск на воду в 2016 году. «Арктика» станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Он предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, а также лидирования караванов в западном районе арктического побережья. Компенсацию за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Право на это имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях. Раз в 2 года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось отложить. Новым постановлением продлевается срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. В связи с 60-летием Мирнинского управления автодорог продолжаем рассказывать про лучших работников предприятия. Андрей Лапшаков – опытный водитель с 35-летним стажем. О том, как привела его судьба работать в МУАТ и какие трудности бывают, он рассказал Кристине Кашириной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так начинается рабочий день Андрея Лапшакова. Каждое утро перед сменой водитель проходит проверку в медкабинете. Ему измеряют температуру, давление, пульс. Без этих показателей пройти к своему железному коню просто невозможно. За время работы Андрей Анатольевич управлял десятками машин. Сейчас его напарник Volvo Трал. Его состояние водитель перед каждым рейсом изучает. Осматриваешь, смотришь, чтобы не шипело ничего нигде, колеса. Чисто визуальный осмотр. И все, и в рейс дальше. Все проверили, система загружена, теперь можно отправляться в путь. Андрей Лапшаков родился в Мирном, а детство и школьные годы провел в поселке Алмазный. На водительские права выучился еще в школе. Тогда в старших классах были организованы курсы автодела. С того момента у мужчины и началась тяга к машинам. Длительное отсутствие дома – единственная сложность, с которой приходится мириться. Всегда в разъездах, дома редко бывали. Всегда на трассе. Капитальные ремонты летом всегда были дорог. Работали от Ленска до Удачного, на всех участках работали. А дома его всегда ждет любящая жена Елена. С ней Андрей Лапшаков познакомился в 4 классе. В 9 подружились, а свадьбу сыграли уже после службы в армии. Мы всегда все делаем вместе. Стараемся, по крайней мере, делать. И детей также приучаем, чтобы дети с нами постоянно были. Как только какая-то минутка отдыха выпадает, когда он дома, мы стараемся проводить вместе где-нибудь в лесу, на речке. На речке супруги рыбачат. Это их совместное хобби. А вот домашние дела семейства Лапшаковых не делят на женские и мужские. Наверное, поэтому и прожили плечом к плечу уже 32 года. Правда, Елена говорит, чтобы быть женой водителя, нужно быть терпеливой и готовой к жизни на расстоянии. Кристина Каширина, Юлия Туманова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Горный район готовится к 21-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары». Одним из весомых плюсов является то, что спартакиада поможет благоустроить Бердигистях. В рамках игр идет строительство универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест, многофункционального спортивного центра. Будет реконструирован ипподром и стадион с трибунами на 1000 мест и мобильными трибунами на 3000 мест. Кроме того, идет благоустройство, асфальтирование дорог, строительство жилья по программе переселения из аварийного жилого фонда. Будет проведена работа и по газификации села Бердигистях. Подготовка к играм Манчары ведется планово, без замедления. И со стороны подрядной организации тоже, как мы видим, строительные бригады и ресурсы имеются. И мы надеемся, что к
к срокам все объекты завершатся. Белого медвежонка из зоопарка Артадайду назвали «Алмаз». Накануне были подведены итоги конкурса на выбор имени. Жюри в составе представителей опекуна компании «Роснефть» и Министерства экологии Якутии выбрали для медвежонка имя. Напомним, что каждый желающий мог предложить свой вариант в официальных аккаунтах зоопарка Артадайду и компании «Роснефть» в социальных сетях. Всего поступило свыше 1000 вариантов. Из них в голосовании победило имя «Алмаз». И на этом пока все. До встречи в следующем часе.